Здравствуйте! Сегодняшнее занятие по предмету «Основы сестринского дела». Новая тема – сестринские мероприятия в инструментальных методах исследования, рентген-эндоскопия. Цель занятия – понятие и цель рентгенографии, рентгеноскопии, томографии, флюорографии, холецистографии, бронхоскопии и цистоскопии. Подготовка пациента к исследованию, принципы работы, устройство рентген-кабинетов, виды и применение рентгеноконтрастных средств. Инструментальные методы исследования. Это исследование с применением различных аппаратов, приборов и инструментов. Инструментальные методы исследования подразделяются на рентгенологические исследования, эндоскопические исследования, радиоизотопные исследования, ультразвуковые исследования и функциональные исследования. Сегодня мы с вами будем проходить раздел «Рентгенологические методы исследования». Что такое рентген-исследование? Рентген-исследование – это исследование органов с помощью рентгеновских лучей. Рентген-излучение было открыто в 1895 года немецким ученым Рентгеном. Эти лучи, обладая свойством задерживаться в плотных тканях, образуя их теневые изображения, кости, хрящи, печень, сердце, почки и не задерживаться в полых органах. Цель рентген-исследования – уточнение формы положения органов, определение рельефа слизистой, уточнение выявления локализации язвы, полипов, опухолей, камней и инородных тел. К рентгенологическим методам относятся рентгеноскопия, рентгенография и рентгенотомография. Рентгеноскопия – просвечивание человеческого тела рентгенолучами, позволяющее наблюдать на экране изображение органов. Рентгенография – метод фотографирования с помощью рентгенолучей. Томография – это послойная рентгенография. Флюорография – это метод получения снимок органов грудной клетки, уменьшенных в размерах, а следовательно уменьшено количество рентгенолучей, что менее опасно для организма человека. Функция медсестры при инструментальных методах исследования пациента. Современная медицинская сестра при подготовке пациента к исследованию должна знать: ясно представлять себе назначение пациента исследования, его диагностическое значение, психологически подготовить пациента к исследованию, уметь объяснить пациенту цель исследования, ход манипуляции, предупредить и о его длительности. Методически правильно и своевременно провести подготовку пациента – это дача лекарства, очищение кишечника и другие, или научить этому пациента. Рентген-исследование желудочно-кишечного тракта. Это обзорная рентгенография органов брюшной полости, рентгенография желудка, рентгенография желудка до осмотра кишечника, рентгенография толстого кишечника, которая называется ирригоскопия.
Для проведения рентгенографии полых органов применяются рентгеноконтрастные вещества. Для рентген-исследования полых органов применяются специальные контрастные вещества, имеющие свойство поглощать рентген-излучение сильнее или слабее, чем ткани организма. Для различных органов используются разные контрастные вещества. Для исследования желудочно-кишечного тракта применяются взвес сульфата бария, а для исследования бронхов применяется раствор йодолипол. Для исследования почек и мочевыводящих путей применяется 0,4% раствор индикокармин. А для исследования желчного пузыря и желчевыводящих путей применяется 50% раствор блигнозд. При подготовке пациента к исследованию медсестра должна знать пути введения рентгеноконтрастных веществ. Энтерально – это через рот. Парентерально – при исследовании печени, желчных протоков и почек. Артериально – при исследовании сосудов сердца. Непосредственно в исследуемый орган при исследовании пищевода, желудка, кишечника и бронхов. Перед введением рентгеноконтрастного вещества необходимо знать: выявить у пациента аллергический анамнез. Перед исследованием за 1-2 дня проверить чувствительность пациента к йоду. Для этого вводят внутривенно 1 мг вирографин очень медленно и наблюдают за реакцией в течение суток. Если у пациента появляется зуд, крапивница, тахикардия, слабость, понижение артериального давления, то отменяется рентгеноконтрастные вещества противопоказано. Рентгенологические исследования желудка и двенадцатиперстной кишки. С помощью этого исследования определяется форма, величина и подвижность желудка, обнаруживает язву, опухоль и другие патологические изменения. Для проведения этого исследования существует 2 способа подготовки. Первый способ – это диета, исключающая метеоризм. Утром и вечером накануне исследования надо провести очистительную клизму. Второй способ – в течение 2-3 дня придерживаться диеты, исключающей это черный хлеб, овощи, молоко. Проинформировать, что исследование проводится натощак. Последний прием пищи не позднее 20:00 часов. Вечером и утром за 2 часа до исследования поставит очистительную клизму. В качестве контрастного вещества при рентгенологическом исследовании желудка и 12-перстной кишки используется взвес сульфата бария. Рентгенологические исследования печени и желчевыводящих путей, который называется холецистография. Это исследование основано на способности печени выделять с желчью йодосодержащие препараты, что и дает возможность получить изображение желчных путей. Цель – изучить форму, размеры, положение и сократимость желчного пузыря, обнаружить наличие камней в желчном пузыре. Показания: заболевания желчного пузыря, противопоказания, аллергия к йодосодержащим препаратам. Для проведения этих исследований медсестра должна
подготовить оснащение. Рентгеноконтрастные йодосодержащие вещества – это япогноз, билигноз, холевид или желчегонный завтрак, 2 яичных желтка или 20 грамм сорбита. Подготовка. За 2 дня до исследования пациента назначают бесшлаковую диету. Ужин не позднее 20:00 часов. За 12-14 часов до исследования пациент получает внутрь контрастный препарат из расчета 1 грамм на 15-20 кг массы тела. Примечание. Контрастный препарат вводят дробными порциями смеси с сахарным песком через каждые 10 минут в течение 1 часа. Накануне вечером и за 2 часа до исследования надо поставить очистительную клизму. Вечером накануне исследования предупредит пациента, что исследование проводится натощак. В день исследования также не пить, не принимать лекарственные средства и не курить. Рентгенологические исследования почек и мочевыводящих путей. Цель диагностическая. Показана при заболевании мочевыводящих путей. Надо приготовить оснащение. Шприцы 20 мг, 30% раствор триосульфата натрия, оснащение для очистительной клизмы и контрастные препараты урографин или верорафин. Последовательность действия. За 1-2 дня исключит продукты, вызывающие метеоризм. При метеоризме принимать активированный уголь или эспумизан по назначению врача. Исключить прием пищи за 18-20 часов до исследования. Обеспечить прием слабительного средства по назначению врача накануне перед обедом. Поставить вечером и за 1,5-2 часа до исследования очистительную клизму. Не принимать пищу, жидкость, лекарственные средства, не курить, не делать инъекции и другие процедуры утром перед исследованием. Освободить мочевой пузырь непосредственно перед исследованием. Через 45-60 минут после опорожнения кишечника необходимо доставить пациенту в рентген-кабинет для исследования. Следующий раздел нашей темы – это эндоскопические методы исследования. Эндоскопия – это метод визуального исследования внутренних органов с помощью оптических осветительных приборов. Метод исследования эндоскопом, действующим на волоконной оптике, является практически безопасным. В виде эндоскопических исследований. Это исследование желудочно-кишечного тракта, фиброгастрододеноскопия, эзофагогастрододеноскопия, гастрододеноскопия, гастроскопия, колоноскопия, ректормоноскопия и лапароскопия. Эндоскопический метод исследования проводится в 2 целях. Это диагностическая и лечебная. Диагностическая цель. Осмотр слизистой оболочки внутренних органов сосудов, проведение биопсии с последующими гистологическими обследованиями, выявление и уточнение локализации язвы, полипов и опухоли. Лечебная цель. Удаление инородного тела, камней, небольших полипов, вскрытие гнойника или введение лекарственных средств.
Исследование мочевыводящих путей – это интестиноскопия, хромоцистоскопия и цистоскопия. Исследование органов дыхания – фибробронхоскопия, бронхоскопия, трахеобронхоскопия. Понятие о бронхоскопии. Это метод осмотра бронхов с помощью специального прибора бронхофиброскопа. Бронхоскопия применяется для диагностики эрозии и язвы слизистой оболочки бронха, извлечения инородных тел, удаления полипов, бронхов, лечения бронхоэктатической болезни и центрально расположенных абсцессов легкого. С помощью бронхоскопа можно извлекать гнойную и язвную мокроту, а также вводить в полость бронхоантибиотики и других лекарственных средств. Бронхоскопия является одним из самых информативных методов диагностики опухоли бронхов. С помощью специальных щипчиков на длинной рукоятке можно взять кусочек ткани из подозрительного места для цитологического и гистологического анализа. Проведение бронхоскопии противопоказано при заболевании острой сердечной недостаточности. Можно провести осложнение коллапс или повреждение стенок бронха или аллергические реакции на анестетики. Для проведения этого обследования медсестра должна подготовить перчатки, шприц 10 или 20 мг, раствор анестетик, это лидокаин 2%, раствор атропина 0,1% и раствор димедрола 1%. Набор для помощи при анафилактическом шоке и дезинфицирующие средства. Последовательность действий. Предупредит накануне вечером, что исследование проводится натощак. Предупредит пациента, что перед исследованием нельзя курить. Накануне вечером по назначению врача провести премедикацию и непосредственно перед исследованием предложить пациенту опорожнить мочевого пузыря. Непосредственно перед исследованием по назначению врача ввести пациенту подкожно 0,1% раствора атропина 1 мг или 1% раствор димедрола 1 мг. Попросить пациента сесть на стул, слегка запрокинуть голову назад, провести анестезию верхних дыхательных путей, уложить пациента на эндоскопический стол на спину с запрокинутой головой. Это ход исследования. После окончания процедуры медсестра должна проводить пациента на палату и наблюдать за состоянием пациента. Уважаемые студенты, для закрепления новой темы здесь имеются контрольные вопросы. Благодарю за внимание.